На днях мирнинские автоинспекторы провели рейд на улицах города. О том, какие нарушения удалось выявить за час совместной работы из съемочной группы и автоинспекторов, смотрите в сюжете далее. Первые минуты работы, и на ловца, как говорят, зверь бежит. У этого водителя маленький ребенок оказался не пристегнутым в детском сиденье. А в этом автомобиле маленькая девочка сидела спереди, а у водителя не оказалось с собой прав. Тонировка вообще отдельная тема для разговора. Либеральное законодательство позволяет ездить с ней любому, и здесь инспекторы мало что могут предпринять, разве что заставить автовладельца снять пленку на месте. Однако часто такие водители едут в гараж и вновь ставят тонировку, избегая серьезного наказания. Данный прибор показал, что светопропускаемость не соответствует ГОСТу. Замер был произведен в 3 местах, пропускаемость составилась 18%. Вследствие чего сейчас будет составлен административный протокол на данного гражданина и выписано требование на снятие данной пленочки. Транспортная обстановка на дорогах Мирного стала довольно напряженной ввиду большого притока машин, к которому город оказался не приспособлен. Узкие улочки, отсутствие парковок и многое другое. К тому же сложные условия работы в самом ОВД, а также постоянные сокращения штатных единиц не дают полноценной работы. За годы всевозможных реформ штатная численность автоинспекторов в Мирном уменьшилась вдвое, а количество машин при этом растет прогрессивно, чем и пользуются нерадивые водители. За этот час, что мы с вами работали, проверено более 50 машин, выявлены 4 нарушения правил перевозки детей. Один водитель не имел специального права на управление транспортным средством. У одной машины были нарушения по отсутствию устройства так называемого тахографа, которое позволяет регистрировать режим труда и отдыха водителя. И один водитель юридического лица не имел документов, разрешающих движение транспортного средства юрлица, то есть путевого листа. Группа дорожных инспекторов на этом участке улицы не осталась незамеченной в социальных сетях. Информация о проведении рейда моментально разнеслась по группам WhatsApp, предупреждая всех о возможной проверке. Хотя в этом тоже имеется свой плюс, ведь задача инспектора не только наказать, но и предупредить нарушителя. Если водители при этом станут более внимательными, это избавит ГИБДД от лишних проблем.